В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Волонтеров Усть-Алданского улуса отметили за труд в поддержке участников СВО, а деятельность добровольцев. 55 лет со дня основания отметил Хангаласский центр содействия семейному воспитанию. Заведение стало вторым домом для сотен ребят. В Амге прошла выставка народных умельцев об уникальных изделиях якутских мастеров. Самозапрет на продажу недвижимости и возможности подтверждения сделки с помощью близких людей продавца – такие предложения прорабатывают парламентарии и эксперты, чтобы защитить россиян от втягивания в мошеннические схемы с жильем. Например, самозапрет на продажу квартиры, который будет работать по аналогии с самозапретом на кредиты. То есть человек сможет установить на госуслугах такую функцию, в результате чего сделки с его недвижимостью будут невозможны. Второе предложение – ввести так называемый механизм второй руки. То есть человек, который подтвердил законность сделки. Очевидно, что это должен быть близкий продавцу человек. Более 2500 семей освободили от платы за дошкольное образование в Якутии. Речь идет о семьях участников СВО. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил первый заместитель министра образования республики Нюргун Павлов. По его словам, еще 8 семей обеспечили возможность приоритетного зачисления детей в группы круглосуточного пребывания. 62 семьи воспользовались правом по переводу в ближайший к ним детский сад. Что касаемо школьников, то здесь около 4000 обучающихся получают горячее питание. 2123 путевок предоставлены в организациях отдыха детей и их оздоровления, санитарно-курортное лечение. 486 детей в преимущественном порядке зачислены в группы продленного дня. И столько же детей освобождены от платы, взимаемой с родителей на осуществление присмотра и ухода детьми в группах продленного дня. Мероприятие ко дню волонтеров в Усть-Алданском улусе собрало более сотни участников из 20 наслегов. Все они с начала СВО внесли огромный вклад в поддержку. Волонтеры учились сшивать тактические костюмы, плащи, пончо, антидроновые одеяла, плетут маскировочные сети, помогают добровольно деньгами, изготавливают обереги, заготавливают топливо и свеч. Администрация района и наслегов торжественно отметили труд волонтеров. Сегодня в этом детском центре РКН проводим торжественные мероприятия, а также после обеда они посетят Улусный музей, где там стоят выставочные работы волонтеров, сшитые за эти 3 года. «Газпром Добыча Ноябрьск» сделал важный шаг в оптимизации производственных процессов на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Компания получила патент на инновационный способ использования очищенного газа в качестве топлива для собственных нужд. Подробности далее. Чаяндинское месторождение сравнительно молодое. Его отличительная особенность – сложный компонентный состав газа. В нем присутствует гелий. Для извлечения гелия применяется специальная технология. Для этого на месторождении есть установка мембранного выделения гелиевого концентрата. Это уникальный производственный комплекс с двухступенчатым мембранным газоразделением. Сырьевой газ здесь делится на 2 потока – премиатный, обогащенный гелием, и ретентатный, подготовленный товарный. Но надо отметить, что ретентат после 1-й ступени, он напрямую подается в магистральный газопровод «Сила Сибири», а вот ретентат после 2-й ступени, он имеет низкую калорийность, но содержит 85% метана. Тем самым является ценным сырьем. Поэтому новое запатентованное решение позволяет эффективно использовать и это сырье. Ретентат 2-й ступени пригоден для использования в качестве топлива, как для газоперекачивающих агрегатов, так и для котельных, а также для собственных нужд компании. В компании у нас есть очень много сотрудников инициативных, которые и разрабатывают, применяют данное решение. То есть, когда было определено, что ретентат 2-й ступени имеет низкую калорийность, и было принято решение использовать его в качестве
топливного газа для ГПА. Чтобы внедрить инновацию, на трубопроводе смонтировали 2 специальные перемычки, благодаря которым ретентат поступает на газоперекачивающие агрегаты и используется в качестве топлива. Таким образом, запатентованные инновационные решения не только увеличивают возможности использования добываемого газа, оптимизируют производство, но и вносят весомый вклад в повышение энергоэффективности компании. 55 лет со дня основания отметил Хангалахский центр содействия семейному воспитанию, расположенный в поселке Мохсоголлох. Это учреждение, ранее известное как детский дом. За полвека стало вторым домом для сотен ребят, лишенных родительской заботы. Здесь они получали недостающее тепло и внимание. Моя коллега Виолетта Засимова продолжит тему. В фойе Центра культуры поселка Махсоголлох царит атмосфера радости и ностальгии. Счастливые возгласы выпускников, которые спустя годы вновь встречаются со своими воспитателями. Среди них сестры Коломойцевы, воспитанницы детского дома с 2000 по 2006 год. Сегодня они взрослые женщины, у которых уже свои семьи и дети. Эти люди дали нам настолько своего тепла и терпения, так как мы дети как бы с тяжелой травмой детской, и воспитали из нас людей. Более 20 лет воспитанию детей отдала Татьяна Кравченко, один из самых опытных сотрудников центра. Сейчас она заведующая семейно-воспитательным отделением, координирует работу всех воспитателей. А в 1999 году совсем молоденькой девушкой она пришла в детдом, чтобы начать непростую работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Конечно, поначалу это было тяжело, потому что я, когда пришла на работу, у меня в семье было 28 детей. Поэтому, конечно, ни разу с этим не сталкиваясь, это было тяжело. Но вот, как вы говорите, самый запоминающийся момент – это когда первый раз ребенок назвал меня мамой. Вот у меня до сих пор мурашки идут по телу, потому что это непередаваемо. Если назвали мамой, это значит, уже доверяют дети. И, конечно, и обязывает, ко многому обязывает. На юбилей прибыли не только выпускники и ветераны, но и шефы, те, кто на протяжении многих лет оказывает поддержку центру. Среди них сотрудники Госавтоинспекции Якутии. Почти 30 лет они курируют семью номер 2. Поздравляют с важными датами, организуют досуг, а также проводят профилактическую работу по безопасности дорожного движения и профориентационную работу. Выпускникам рекомендуем и с ними дальше работаем по поступлению в высшие учебные заведения Министерства внутренних дел и отдельно по Госавтоинспекции. К слову о выпускниках, Георгий Сахауддинов, бывший воспитанник Хангаласского центра, выступил инициатором создания Ассоциации детей-сирот республики. Его цель – усилить систему сопровождения ребят после выпуска из учреждений. Потому что дети, которые выпускаются с детского дома, они не знают, куда идти. Вообще не знают. То есть хочу, чтобы у нас был в республике такой центр, что в одно место пришел человек, и ему все там подсказали. Некоторые дети не могут получить жилье по каким-то юридическим соображениям. И они не знают, к кому обращаться, и все на свете. Юбилейный день был наполнен теплыми словами благодарности, воспоминаниями и напутствиями. Сегодня, глядя на сияющие лица тех, кто нашел здесь опору, становится ясно – это не просто учреждение. Это место, где ломаные судьбы обретали надежду, а чужие дети становились по-настоящему родными. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В Бердыгыстяхской средней школе имени Семена Данилова торжественно прошел профессиональный конкурс «Учитель года». В этом году в конкурсе приняли участие 8 перспективных учителей из школ разных сел Улуса. В течение дня учителя соревновались по насыщенной программе, провели уроки, затем на мастер-классах показали свои навыки и таланты. Также педагоги отвечали на глубокие вопросы в рамках этапа «Педагогическое интервью». Абсолютным победителем стала Прасковья Максимова из Бердыгыстяхской средней школы имени Осипова. Сначала, когда мы вели открытый урок для детей, и, конечно, дети сначала, они меня не знали, и я их тоже не знала, поэтому сначала было, конечно же, волнение и для детей, и для учащихся, но урок у нас произошел в виде, когда, по процессе они уже ощутили себя более комфортно, и я также и считаю, что цели моего урока достигнуты. В процессе подготовки, конечно, процесс был долгий, мне помогали мои коллеги, и за это я им благодарна. И также в процессе подготовки я считаю, что уже подобрала много опыта.
В МГ прошла выставка народных умельцев, посвященная к 80-летию Великой Победы. Мастера привезли на выставку изделия из конского волоса, дерева, металла, уникальные куклы и многое другое. В работе выставки приняли участие и кузнецы Улуса. Некоторые из них в этом году участвовали в международной выставке продажи по кузнечному делу «Клинок» в Москве, где продемонстрировали выплавку якутской руды в клещное железо. В рамках этого фестиваля мы с нашими друзьями из других улусов создали сборную команду из 14 кузнецов нашей республики. При поддержке наших районов и Министерства культуры мы показали для всей России процесс выплавки клещного железа. Мы им показали полный цикл изготовления именно металла, то есть с руды до металла. В Саха-академическом театре представили спектакль «Сын Монетного», биографическую постановку о жизни выдающегося купца и мецената Гаврила Никифорова, известного как «Сын Монетного». Уроженец Мегино-Кангалахского улуса, он стал одним из самых влиятельных предпринимателей начала 20 века и первым из России открыл торговую точку в Канаде, поставляя оттуда технику в Якутии. В постановке принимает участие актер Народного театра имени Дмитрия Хадулова, а главную роль исполнил Нюргун Бичиген. Второй год отделение детской поликлиники ЦРБ Вилюйского района проводит конкурс самодельных игрушек в памяти заслуженного работника здравоохранения Республики Евдокии Корниловой. Так, в этом году отделение совместно с интеллектуально-творческим центром «Кескил» провели конкурс «Медицина глазами детей». Основная цель – развитие фантазии и художественного мастерства. В конкурсе приняли участие дети по 3 возрастным группам. Всего поступило 42 работы. Евдокия Корнилова внесла значительный вклад в развитие здравоохранения и организацию педиатрической службы в Вилюйском улусе. Свыше 50 лет своей жизни посвятила здоровью юных вилюйчан. Я сделала елочную игрушку «Аскорбинка» из клея и ваты. Потом я подождала, когда она высохнет за первым-вторым слоем, и потом подождала, потом разукрасила. Я очень люблю рисовать. От лица семьи Корниловых приносим искреннюю благодарность каждому, кто принял участие в конкурсе елочных игрушек «Медицина глазами детей», организованной детской поликлиникой и творческим центром «Кескиль», посвященному Дню педиатра и светлой памяти нашей уважаемой и горячо любимой Корниловой Евдокии Прокопьевны. Это были все новости. До встречи в эфире.